Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В Якутии наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии. Пик заболеваемости ожидается в ноябре. Медики призывают население пройти вакцинацию до начала эпидемии гриппа. О вакцинации мы сегодня поговорим с нашей гостьей Изабеллой Самойловой, заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха-Якутия. Изабелла Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Против вирусов каких штаммов защищает прививка в этом году? И в какое время необходимо привиться, чтобы в пик заболеваемости перенести грипп без осложнений? Ну, действительно, с началом нового учебного года отмечается ожидаемый, прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. И необходимо, конечно, подготовиться к этому очень такому серьезному периоду. И для этого Всемирная организация здравоохранения проводит очень большую работу практически по всему миру. То есть сотни лабораторий в разных странах мониторируют возбудителей гриппа и ОРВИ, которые выявляются на этих территориях. Информация централизованно поступает во Всемирную организацию здравоохранения, и там определяют актуальные штаммы вирусов, которые должны войти в состав будущей вакцины. И необходимо для этого время, для того, чтобы все страны могли нарастить необходимый объем вакцины, распространить ее для того, чтобы подготовить свое население к росту ОРВИ и гриппа. И на сегодняшний день такими актуальными штаммами воспользовались, и вакцину произвели, она уже поступила к нам в республику в том числе. И что сказать об этом составе? Она отличается несколько от той вакцины, которая была предоставлена в прошлом году. Изменены два штамма вируса гриппа А. Ну, само название, оно мало кому что скажет. Я просто хочу сказать, что в состав новой вакцины вошли новые два вируса, но они все равно имеют антигенный состав H1N1 и H3N2, но немножко изменены. Кроме того, хочу сказать, что у нас поступили как трехвалентные вакцины, которые содержат два штамма А и один штамм гриппа Б, но еще и квадривалентные вакцины, которые содержат два штамма гриппа А и два штамма гриппа Б. Скажите, а какие населения входят в группу риска, связанной с грядущим пиком заболеваемости? Ну, все эти группы населения, они общеизвестны, я просто на них напомню. Ну, во-первых, это дети. Это дети, начиная с 6-месячного возраста. Это учащиеся школ с 1 по 11 класс. Это дети, которые посещают детские дошкольные учреждения. Кроме того, это студенты. Это лица старшего возраста, например, старше 60 лет. Это люди, которые страдают какими-то хроническими заболеваниями, например, сердечно-сосудистой системы, это легочной системы, которые имеют болезни обмена, это, например, сахарный диабет или ожирение. И новая группа риска, которую уже назвали на сегодняшний день, это люди, которые переболели ковидной инфекцией. Дело в том, что есть такое понятие, как послековидные осложнения. И, конечно, это люди, они уже пострадали, они уже имеют нарушение здоровья, и они являются группой риска по гриппу. Также напоминаю, что есть профессиональные группы населения, которые заняты по роду своей деятельности в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная помощь. Кроме того, прививки против гриппа ставятся беременным женщинам, воинским контингентам, правоохранительным, людям, которые работают в правоохранительных органах. Это люди, которые работают на государственной службе. Эти люди, они сталкиваются с большим количеством населения, могут заболеть сами и могут заразить других, поэтому они также входят в группу риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Изабелла Юрьевна, а известны ли числа, сколько человек уже привилось от гриппа и сколько граждан еще только будет прививаться? Ну вот цифры, которые мы прогнозируем, нам необходимо достичь охват 60% населения, как взрослого, так и детского населения. И это примерно составляет 580 тысяч людей, и детей, и взрослых. И на сегодняшний день уже более трети необходимого количества вакцины в республику поступили. Они уже дошли до районов, до мест назначения, уже распространены, все ждут.
Бригады прививочные сформированы, значит, все уже в полной боевой готовности. И вот за одну неделю у нас было привито около 10 тысяч пока населения. Но нам необходимо помнить, что пик заболеваемости обычно приходится к декабрю. Поэтому самое удобное время, значит, привиться сейчас. Это сентябрь, октябрь, ноябрь. Времени у нас осталось не так уж много, и кроме того, еще до сих пор продолжается у нас прививочная кампания против ковида. И для того, чтобы совместить эти прививки и разделить их по времени, по периодам, это нужно серьезно поработать. И 60% – это серьезная цифра на самом деле. Нам необходимо очень активизировать население. Тогда давайте с вами поговорим о вакцинах. Сколько вакцин и от каких производителей поступило в наш регион? Я уже упоминала о том, что у нас новые вакцины разрабатываются. Значит, были трехвалентные, у нас уже поступали квадривалентные, это те, которые содержат 4 штамма. Они, конечно, имеют преимущество тем, что они защищают от большого количества гриппа. Но я хочу сказать от большего количества штаммов гриппа. Но я хочу сказать, что респираторное заболевание вызывает не только грипп. Есть еще там сотни респираторных вирусов, которые вызывают ОРВИ банальный. Да? Но такое самое серьезное заболевание, которое может привести к тяжелым осложнениям, это грипп. И нужно помнить об этом, что если накладываются два возбудителя друг на друга, то человек может заболеть микстами. Микс – это грипп плюс ковид, или, допустим, аденовирусная инфекция плюс ковид. И, конечно, любая микс-инфекция, она протекает тяжелее, чем моноинфекция. Нужно помнить об этом и защититься сперва от гриппа последовательно, потом от ковидной инфекции. Или же наоборот, сперва от ковидной инфекции, затем от гриппа. Вакцины к нам поступили производство Уфа, производство Рязани, 2 производителя. Но они известные, они прошли все необходимые процедуры, клинические испытания, регистрацию, поэтому они уже у нас есть в республике. Тогда поговорим о том, где можно пройти вакцинацию. Так, у нас, 45 медицинских организаций по всей республике. Это поликлиники, центральные районные больницы, это субъекты здравоохранения. 45. Нам известно, что были развернуты 273 прививочных кабинета, прививочные бригады. Есть выездные бригады, которые выезжают на предприятия, в учебные заведения. Задействовано около 1000 медицинских работников, которые должны и будут участвовать в этой прививочной кампании. Любой гражданин может привиться в поликлинике по месту жительства, либо если руководство предприятия позаботится о своих сотрудниках, то они пригласят эту прививочную бригаду непосредственно на работу. И это допускается. Маломобильные группы населения приглашают работников домой. И такое возможно тоже. Ну и продолжая тему COVID-19, с каким перерывом можно привиться против гриппа после вакцинации от коронавируса? Но сейчас рекомендуют перерыв между этими вакцинами сделать в 1 месяц. То есть поставить прививку от COVID-19, затем через месяц поставить прививку от гриппа. Если же уже вы были привиты когда-то от COVID-19, то можно поставить прививку от гриппа. И, кстати, напоминаю, что грипп, он совместим с прививками от пневмококковой инфекции, то есть от внебольничных пневмоний. Можно поставить 2 прививки сразу, это грипп плюс пневмококковая инфекция. А совмещать вместе пока грипп и ковид нельзя. И еще я хочу напомнить, важно очень помнить о том, что ковид, он пришел навсегда, он пришел насовсем. Рано или поздно любой человек с этой инфекцией встретится. И поэтому нужно быть готовым к этой встрече. Поэтому необходимо привиться от COVID-19. И если вы заболеете, а мы знаем, что у нас уже привитые люди болеют, но они болеют легко, то вы переболеете, по крайней мере, не до такой степени, чтобы попасть на аппарат ИВЛ или, не дай бог, умереть. Поэтому нужно подготовиться, поставить прививку. Затем, возможно, вы переболеете в легкой форме, и тогда сформируется уже серьезный, прочный коллективный иммунитет. Поэтому берегите себя, и нужно привиться обязательно. Изабелла Юрьевна, но мы ведь с вами знаем, что существует так называемое движение антипрививочников, которые просто отрицают. Как поступать в такой ситуации?
Мы сталкиваемся с такими, да, инцидентами, моментами. У нас действительно много обращений от граждан. Есть люди, которые искренне заблуждаются и просят разъяснить, почему, зачем. Люди боятся осложнений, люди боятся последствий каких-то. А есть очень такие агрессивно настроенные организации, и к нам попадают такие обращения, которые из разных городов, и, значит, из разных регионов совершенно России, написано под копирку. То есть это действительно это движения, которыми руководят откуда-то, из единого центра. И вот эти вот антиковидные, антипрививочные настроения, на самом деле это не просто недоработка, допустим, в проведении информационно-разъяснительной работы. Тут дело гораздо уже серьезнее. То есть это люди, которые не доверяют вакцинации, которые не доверяют науке, которые не доверяют, в принципе, даже государству. И это комплексная проблема, это требует большого терпения на самом деле. Но очень такие агрессивно настроенные, значит, люди, которые выражают неверие, такое недоверие к вакцинам, на самом деле это очень самонадеянные люди. И это очень похоже на такое средневековое невежество, понимаете? Поэтому, все равно нам всем нужно набраться терпения и продолжать работу с теми людьми, которые еще не до конца поняли пользу вакцинации. Благодарю вас, Изабелла Юрьевна, за такую интересную беседу. Надеемся, что многие сделают после нее выводы. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи.